обсуждается вопрос пластика, это носит такой несколько негативный характер, потому что пластик воспринимается как некое зло. С другой стороны, если посмотреть на то, что мы используем в нашей жизни, получается так, что мы без него-то, собственно, и обойтись-то не можем. Процесс, начавшийся почти 150 лет тому назад, с появлением первых таких искусственных предметов, сегодня приобрел фактически всеобъемлющий характер. Сюда входит все. Значит, наша одежда, упаковка, само собой, разумеется, даже самолеты сегодня в значительной степени состоят из пластика. Не говоря уже о каких-то медицинских инструментах и вещах, которые связаны со здоровьем человека. Если сегодня посмотреть на ситуацию по объемам производства, оно в мире достигает нескольких сотен миллионов тонн в год. При этом это производство практически всего, от посуды и заканчивая там летательными аппаратами. И возникает естественный вопрос, каким образом с этим справляться. И пластик сегодня оказывается практически везде. Значит, это, во-первых, как выясняется, огромные поля в Мировом океане, которые представляют собой пластиковые. Ну, их островами не назовешь, потому что их даже не видно на космических снимках, но они существуют, потому что пластик в океане не находится на поверхности, он несколько загублен, и он образует в связи с течениями определенные вот такие структуры, занимающие пространство по площади, соизмеримые почти ну, если не с континентами, то приближающиеся к ним по площади. Это вот такая мировая проблема. И при этом ясно, что без него обойтись нельзя, а с другой стороны выясняется, что так человечество так быстро вошло в эпоху пластика, что не научилось его перерабатывать таким образом, чтобы он не приносил вред человеку. И с геологической точки зрения, скажем, к примеру, ну, считается, что 200 тысяч лет – это время, если, скажем, к примеру, в данный момент человечество прекратит свое существование, через 200 тысяч лет невозможно будет найти следов деятельности человека, потому что за это время природа перерабатывает, и в природе происходит полная деструкция всего, что могло быть создано человеком. Но если даже это так, этот период активного производства пластика и накопления его в природе в любом случае оставит в геологических пластах тот слой, который будет занимать, значит, пластик или же продукты его деструкции в природной среде. То есть в геологической летописи пластик уже остался. Это вот такая как-то глобальная ситуация, взгляд на эту проблему. Что, собственно говоря, в Абхазии происходит? Если глобальные тренды такие, это одна из важнейших проблем утилизации, то надо сказать, что в Абхазии это то же самое. Причем, если мы здесь с вами видим образцы, и это такие первые, значит, попытки технологического прорыва, связанного с использованием, значит, вторичным использованием пластика, то если брать ситуацию в целом, то мы с вами видим, что она удручающая. Это касается не только пластика, это вообще вопросов вторичных бытовых отходов. По отношению к утилизации в
вообще твердых бытовых отходов, мы на самом деле